понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Добрый вечер. Это радио Крым Реалии, у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Крым в центре внимания. Вчера, 12 мая, подконтрольная кремлевским властям так называемая прокуратура Крыма, прокуратура Поклонской, возбудила уголовное дело в отношении заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова по подозрению в сепаратизме. Формальный повод – призывы Умерова о необходимости нарушения территориальной целостности Российской Федерации в эфире телеканала АТР в марте этого года. В четверг в доме заместителя главы Меджлиса и еще 4 крымских татар в Бахчисарае прошли обыски. Ильми Умерову Федеральная служба безопасности Российской Федерации вручила подписку о невыезде. Подробнее о вчерашних событиях в нашем сюжете. Репортаж. Члена Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова обвиняют в экстремизме. Подконтрольное России крымское отделение ФСБ заводит уголовное дело. Это вы поспокойнее, мы-то спокойны. Дом Умерова обыскивают, его арестовывают, допрашивают в ФСБ. Позже отпускают под подписку о невыезде. Бывшего главу Бахчисарайской райгосадминистрации обвиняют в действиях, направленных на нарушение территориальной целостности России. Об этом говорится в заявлении подконтрольной Кремлю прокуратуры полуострова. Установлено, что в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично выступал с призывами о необходимости нарушения территориальной целостности Российской Федерации. По данному факту управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Выступление на АТР – это только повод. Главная вина Умерова в его принципиальности, говорит заместитель генерального директора АТР Айдер Муждабаев телеканалу RTVI. Он всегда говорил то, что он думает, и называл вещи своими именами. Он аннексию называл аннексией, он нарушение международных законов России называл нарушением международных законов и международным преступлением. Он, собственно, высказывает международную точку зрения на аннексию Крыма. В той же самой статье можно привлечь граждан любых стран, начиная с Ангелы Меркель, Барака Обаму. Ильми Умеров до 2014-го занимал пост главы Бахчисарайского района Крыма. После аннексии он подал в отставку. МИД Украины требует от российской власти на полуострове прекратить репрессии в отношении крымских татар. Президент Украины Петр Порошенко заявляет об ухудшении ситуации защитой прав крымских татар в аннексированном Крыму. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Репортаж. Гость нашего эфира – украинский правозащитник, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисль. Здравствуйте, Иосиф. Добрый день. Вы знаете, вот мне то, что происходит в Крыму сейчас, вокруг и крымских татар, и тех активистов, которые не могут смириться с оккупацией Крыма российскими войсками, напоминает совершенно какую-то особую ситуацию, которую я вот не могу припомнить по опыту Советского Союза. Вот, может быть, вы, как человек, который активно участвовал в диссидентском движении советском, можете мне подсказать, были ли в прошлом такие ситуации, когда выделялись некие отдельные регионы? Вот в России это аннексированный Крым и Чечня, так сказать, проутюженная бомбами, где совершенно другой режим, если хотите, репрессивности правоохранительных органов, всех этих структур наблюдается, чем во всей остальной территории страны. Ну, мы можем вспомнить, во-первых, послевоенные депортации, там, по-моему, если я не ошибаюсь, 13 этнических групп граждан Советского Союза. Крымские татары были не единственными, были еще и чеченцы, и лезгины, и другие, были месхетинские турки, были высланы. И в этих зонах, где происходили эти депортации, естественно, существовал иной правовой режим, гораздо более жесткий, чем в целом по Советскому Союзу, хотя он и там был не мягкий. Потом я могу вспомнить Новочеркасск 1962 года, где применялись методы, далеко выходящие за пределы привычных, включая расстрел рабочей демонстрации, преследования, многочисленные аресты, и вообще люди исчезали без следа.
Это Новочеркасск оказался просто в плотной блокаде агентов КГБ, армии, специальных частей. И те люди, которые помнят эти дни, а я знал, один из знакомых моих близких пережил это там, то это был необычайный для 60-х годов прецедент применения в таких масштабах силовых методов. Вот что сейчас можно сделать, чтобы как-то остановить такие вот прямые репрессии? Вы сказали, что это репрессии все же, когда речь идет о крымских татарах, явно такого этнического, я бы сказал, российского характера. Это ведь не политика даже. В этих событиях, которые сейчас происходят в Крыму, в репрессиях против крымских татар, с одной стороны, нет ничего нового, поскольку империя всегда действует методом кнута и пряника, она подвергает репрессиям тех, кто не хочет склонить свою голову, кто говорит слово правды, и она покупает тех, кто все же склоняется к сотрудничеству с империей и переходит на ее сторону, коллаборирует с ней и начинает вещать и якобы от имени народа, который на самом деле не разделяет мысли тех, которые продались свою совесть оккупантам и империалистам. Но есть как бы особенности последних арестов. Это то, что подвергая репрессиям для того, чтобы поставить крымских татар на колени, и я надеюсь, что это не удастся сделать. Но те аналитики, которые обслуживают эти спецоперации, они понимают, что крымских татар не так легко согнуть. У них огромный опыт борьбы за возвращение в Крым. У них все же более организованное сообщество, чем у других национальных меньшинств, проживающих в Украине. У них 50 лет за плечами борьбы. И та структура, которая была создана, Курултай, Меджлис и все остальные, они держатся, несмотря на репрессии. Их начинают обвинять в исламском экстремизме. Не просто по закону об экстремизме, а с акцентом на исламский экстремизм приводят какие-то мифические связи с Хизбут-Тахрир, которые вообще в Крыму совершенно неадекватны тем, которые мы знаем по Узбекистану, по другим регионам. И это означает, на мой взгляд, что Россия, подвергая репрессиям крымских татар, в то же время хочет дать как бы реверанс сделать перед западным обществом, что они участвуют в борьбе совместно с Западом против исламского экстремизма. Это притянуты за уши доводы и тезисы, которые эксперты могут легко разбить в пух и в прах, потому что миролюбивость крымских татар известна, их мирный характер, даже их протестов хорошо известен, они абсолютно отрицают насильственные действия. Более того, тех крымских татар, которые вынуждены были бежать из Крыма, а их уже более 20 тысяч на территории Украины, и они живут среди украинцев, среди других национальностей, и мы не видим среди них никаких проявлений агрессивности. Да, если они хотят, а многие из них хотят, они идут в Национальную гвардию, идут в вооруженные силы Украины, они воюют на фронте против российской агрессии, но они не применяют тех методов, которые приписываются экстремистам и террористам. И все же вот... Что делать? Что делать, да. Это же важный вопрос. Ну, потому что наш опыт, Россия, ведь она делает вид, что ей вообще все равно. Наш опыт диссидентства говорит о том, что вот в нынешних условиях, в тех условиях, в которых находится западная цивилизация, кроме давления политического, дипломатического, иных методов нет. То есть нужно консолидированно пробуждать Запад, выразить свои протесты путем санкций дополнительных для России, путем постановки различных вопросов в международных организациях, путем, возможно, исключения России из Совета Безопасности ООН. Пока вот продолжение до разумных пределов вот этой системы политического и дипломатического давления на Россию. Ну, у кого нервы окажутся крепче. Я все же думаю, что крепче они у Запада. Нервы. А вот вы можете понять, чего на самом деле добивается путинский режим? Он подталкивает крымских татар к тому, чтобы они покинули полуостров, или просто хочет запугать их, чтобы они сидели и не высовывались? По этому поводу есть разные мнения. Я думаю, что это комплекс целей, которые преследует российская власть, и мы об этом уже говорили в начале беседы. Это стереотип поведения системы имперской, авторитарной системы. Она пытается купить тех, кто покупается, пытается уничтожить или изгнать из этого места тех, которые не покупаются. И это комбинированное средство. Значит, мы видим уже больше 20 тысяч татар покинули. Среди них, кстати, были
представители тех религиозных групп, которые находятся под запретом на территории Российской Федерации. Они не стали ждать репрессий, но, как мы видим, что России не нужно, чтобы были реальные исламские группы. Она готова каждого назначить экстремистом, каждого членом Хизбут Тахрир или ваххабитами, или еще какими-то, бог знает каким, экстремистами. И им не нужны для этого ни доказательства, ни прочее. То есть абсолютное неправовое поле и полный произвол сил. И против этого, еще раз говорю, я думаю, что пока мы не можем ничего нового придумать, как массированное, консолидированное движение Запада. К нам присоединился народный депутат Украины, глава Меджлиса кыргызстанского народа Рифат Чубаров. Здравствуйте, Рифат. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочется выразить солидарность и сочувствие вот в это время таких вот, я бы сказал, планомерных репрессий, такой планомерной травли российского оккупационного режима против представителей крымско-татарского народа. И спросить, что вот Меджлис все-таки думает о том, каковы должны быть действия для того, чтобы, по крайней мере, остановить эту гнусную репрессивную машину. Вы знаете, я не думаю, что я буду более оригинальным, чем ваши собеседники. Я успел услышать голос моего друга Иосифа Зисельса. Один выход и один путь. Я убежден в том, что сегодня нет ни одного лидера западных стран, а также Канады, США, Турции, которые бы не осознавали уровень опасности, который несет всему миру Путин. И та агрессивная политика, которую он реализует, опираясь на всю мощь такой большой страны, как Россия. Но вот это осознание не перешло еще в стадию такой, знаете, всеобщей консолидации для принятия более жестких усилий, чтобы избежать тех угроз, которые сегодня Россия реально может принести миру. Некоторым лидерам все еще кажется, что они смогут найти какой-то компромисс путем диалога с Путиным. Наша задача Украины настолько активизировать свои действия во всех сферах. Я сейчас меньше всего готов говорить об экономике, о нашем внутреннем обустройстве, но нам надо настолько активизировать свою политическую, дипломатические сферы. Нам надо, видимо, быть более активными в укреплении армии для того, чтобы не позволить нашим сегодняшним партнерам все-таки перейти вот на этап прямых каких-то сепаратных переговоров с Путиным. Других вариантов я не вижу. Надо говорить о прекращении отключения банковской системы SWIFT. Надо договориться, чтобы объявить эмбарго на российские энергоносители, прежде всего нефть, хотя бы на 1 год. И Россия тогда просто сядет на то место, на ту точку, от которой она просто может приблизиться за стол переговоров. Спасибо. Да, значит, я не верю, что даже теми средствами, о которых мы говорим, дипломатически, эту проблему можно решить. Но от них нельзя отказываться, поскольку они единственные для международного общества легальные средства и допустимые вот с условием того, что мы знаем о западном сообществе. Вопрос другой, что делать... Что делать... говорит господин Чубаров, это достаточно жесткая программа, да. А Запад ее явно побаивается. Я же сказал, да. Но он не доходит до тех резких движений, про которые говорит мой друг господин Чубаров. Но мы хотим понимать, а что сделать с самим крымским татарам? Их 300 тысяч. Им надо жить, им надо кормить свои семьи, им надо учить своих детей. Они не хотят уезжать с земли, куда они рвались 50 лет и пронесли большие жертвы. Ведь половина крымско-татарского народа погибла во время депортации, как при любой другой депортации гибнет около половины народов. И они, конечно, вернулись и опять оказались на краю геноцида. Те 20 тысяч, что уехали, это очень маленькая часть, которые уж точно боялись репрессий со стороны российских карательных органов. Что делать этим 300 тысячам? Продавшихся не так много. Остальные должны выработать определенную тактику, которая, может быть, даже в условиях Российской Федерации будет адекватной и выматывающей для России. Я уже много раз говорил об этом, и когда были украинские известные события, о
стратегии гражданского неповиновения. Оно не очень сложно подвести под экстремизм, хотя отдельных людей смогут даже по гражданскому неповиновению подвести под экстремизм. Известно очень много примеров в мире гражданского неповиновения, разработаны учебники, их надо адаптировать к условиям Украины и Крыма, и все-таки вооружить крымских татар определенной тактикой поведения на ближайшие 10-15 лет, потому что непонятно, когда этот ужас для них закончится. А тут еще очень большое значение имеет все-таки поддержка общества в целом. И надо сказать, что большинство людей в самом Крыму, оно как-то тоже достаточно индифферентно относится к происходящему. Это время. Это как когда-то в фашистской Германии, вы помните эту известную притчу, да, что сначала пришли за коммунистами, потом за евреями, потом за баптистами, там, за католиками, а потом уже некому было защищать. Так и здесь первыми под ударом оказались крымские татары и проукраинские активисты. И дальше будет касаться других. Мы знаем, что империя никогда не останавливается на определенном классе репрессий, она всегда продолжает их из таких соображений, чтобы бить своих, чтобы все остальные боялись. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Во время трансляции в полуфинала Евровидения на телеканале «Россия-1», представляя песню Джамала 1944, диктор этого телеканала назвал депортированных крымских татар людьми, которые вольно или невольно покидают свой дом в поисках лучшей жизни. В Европе ее композицию воспринимают как еще одну молитву о судьбах людей, которые вольно или невольно покидают свой дом в поисках лучшей жизни. Это проблема, которая перешла из века 20 в наш 21 век. Джамала, Украина, песня 1944. Вы представляете, какие вообще фальсификаторы? Они покинули Крым в поисках лучшей жизни. Где-то в степях Центральной Азии огромное количество людей погибло. Я вообще иногда думаю, как у этих людей вообще поворачивается язык? Ну, как в 44-м они тоже покинули в поисках так лучшей он же об жизни этом, собственно, и говорит. в Казахстане. Да. Да, понятно. Ну, цинизму нет предела. Мы это хорошо знаем. И опять-таки вот сейчас ведь мы сталкиваемся с той ситуацией, что среди жителей оккупированного Крыма, они сейчас не только во взрослом населении, там тоже очень много людей советской психологии, очень опасной психологии, которая не позволяет сопротивляться всей этой лжи, более того, поддерживает эту ложь, и поэтому многие там крымчане встраиваются в ту общую парадигму помешательства, которая сейчас обуревает многих граждан самой Российской Федерации. Но дети, которые сейчас будут ходить в школы, которые будут учить лживую версию истории, да, которые будут в высших учебных заведениях тоже учить совершенно лживые факты и по истории, и по литературе, и по национальной политике. Потому что сейчас вместо высшего образования, гуманитарного в России, в большей части высших учебных заведений, за исключением там немногих сопротивляющихся, это торжество лжи. И понятно, что в самом Крыму, который все-таки на особых счету как оккупированная территория, эта ложь будет тиражироваться, она будет внушаться. Мы можем получить после освобождения Крыма молодое поколение, отравленное ложью, глупостью и цинизмом. Да. Вот в чем проблема. Но это мы уже проходили. Как бы в советское время эта шизоидность была видна, такая социальная шизофрения, когда люди точно знали, что и где можно говорить. Россия не выдумывает в этом ничего нового. Единственное, что она просто вооружена сейчас большими финансовыми ресурсами, за которые покупает большое количество специалистов, которые готовы продаться, и они ее вооружают различными идеологемами, как представить это так, чтобы Запад это меньше раздражало, и наоборот даже, может быть, войти в контакты, в союзническую позицию с Западом. Но шизофрения налицо, и мы знаем уже крымчан хорошо, и других, и донечан, и других россиян, которые вот живут в самой России, они оказались в том же состоянии, в котором они пребывали 40-50 лет назад. Вас не огорчает позиция Турции по отношению к происходящему? Потому что вот Израиль, да, он все годы практически беспросветной тьмы в Советском Союзе старался поддержать советское еврейство как мог. Да. Но меня она не огорчает, она меня возмущает, позиция Турции. Но Турция, как, впрочем, как и Израиль, который вы упомянули, живет исключительно своими национальными интересами. Такие исключительно эгоистические национальные интересы. И она не готова, и даже Эрдоган, такой резкий лидер, не готов моментально включиться в вооруженный конфликт с Россией. А кто готов? Мы не видим на Западе вообще никого, кто готов это сделать. И, может быть, и слава богу, потому что мне бы меньше всего хотелось, чтобы Третья мировая война развернулась на территории Украины. От нас бы просто камня на камне не осталось бы тогда. Вот все эти обвинения, которые сейчас выдвигаются,
они ведь тоже достаточно странные, потому что речь идет, по большому счету, о попытках не просто там обвинять каких-то конкретных людей, а попытки демонтировать саму эту машину Меджлиса. Она действительно опасна для России, потому что это, Да, это единственная структура избранного национального представительства. Ни у кого, может быть, пожалуй, только у Литовской католической церкви была такая же важная и организованная хорошо структура, как у крымских татар. У литовцев она была меньше гораздо, чем у крымских татар в те времена, я хорошо помню. Я думаю, нам каким-то общими усилиями надо донести до Запада такую простую, ясную для нас истину, что Запад сегодня оказался перед очередным агрессивным вызовом. Сегодня он идет не от фашистской Германии, он сегодня идет от путинской России. И как и в 30-е годы, Запад реагирует таким же образом. Он пытается разговаривать, договариваться, торговать, то есть думает о своих узких интересах, эгоистических, думает только о следующих выборах и не думает о системе глобальной безопасности. Я просто надеюсь, что это само собой развалится в России. Такая иллюзия тоже может быть. Само собой, даже Советский Союз сам собой не развалился. Все-таки этому предшествовала большая кампания международная по изоляции Союза. Вы же помните, 80-й год, бойкот Олимпийских игр после вступления советских войск в Афганистан и так далее. Сочинскую Олимпиаду тоже бойкотировали, если бы знали, что там мочой в основном жонглировали Путин и компания. Запад просто очень разжирел. Он не хочет омрачать свое существование такими неприятными новостями и старается, пока их не видит, пока это его непосредственно не коснется. Но это каждый раз будет касаться того, кем он готов будет пожертвовать до тех пор, пока... это все история, к сожалению, повторяется. Запад не ощущает того, что он не ощущал и в 30-е годы, этого агрессивного вызова, где только консолидированно можно как-то этому противостоять. Может быть, все-таки это другая доктрина, которая была изложена Бараком Обамой, о том, что надо спокойно, так сказать, предпринимать меры, которые рано или поздно удушат агрессора. Да. Мы знаем об этой удушающей стратегии, которая нас на поверку оказывается просто желанием как можно меньше делать. Реально. И мы не видим пока со стороны Америки шагов, направленных все-таки на удушение. То есть есть очень медленные и малоэффективные шаги. Я не хочу преувеличивать их, поскольку вижу, что они все же не так эффективны. У России еще очень сильна, и она готова выдерживать десятилетиями на том уровне давления, которое мы видим сегодня. Более сильное давление, конечно же, поставит ее совершенно перед другим вызовом. Я противник войны, но считаю, что Запад должен давить и по экономическим каналам, и по политическим каналам, по дипломатическим, по международным, по правовым каналам. И главное, позиция НАТО должна быть четкой и недвусмысленной, что НАТО готова защищать демократию в любой точке земного шара. Она для этого создавалась. Не только для защиты своих членов, это уже такой узкий прагматический интерес. Защищать демократию, где народ делает добровольно выбор, там НАТО должно его защищать. Какими способами, это другой вопрос. Но у НАТО есть возможность проявить четкую позицию по отношению к этому. Это уже будет существенно усиливать позицию Запада по отношению к России. Не замечаете, что вы вернулись к тому, о чем говорил Рифат Чубаров? Мы с ним друзья. Мы с ним часто обмениваемся, как и с Мустафой, этими вопросами, что мы можем сделать в нынешней ситуации. Но вы сами поставили под сомнение возможность таких мер, да? Когда я поставил Рифат об этом говорил. Под условность. Да, но они сегодня те, которые мы видим. Может быть, мы завтра увидим новые меры. Я говорю, что нам важно объединить те меры, которые будут внутри России, и мы на них еще меньше рассчитываем, чем на западные меры, и это консолидированно должно влиять на ситуацию в России, на то, чтобы остановить ее агрессивный этот драйв. Поблагодарю нашего собеседника, украинского правозащитника, исполнительного вице-президента Конгресса национальных общин Украины Иосифа Зисельса. Мы беседовали в этой программе о задержании Ильми Умерова, одного из руководителей Меджлиса крымтатарского народа. Искренне желаем всем тех, кто сейчас находится под репрессиями Федеральной службы безопасности и других российских спецслужб, выйти из этой ситуации как можно с наиболее меньшими потерями. Будем активно следить за тем, что происходит сегодня вокруг этих людей. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Это радио Крым Реалии. Слушайте нас завтра в 18:10 на частоте 549 кГц и в сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели. С вами был Виталий Портников. До скорого.